Мне сегодня утром позвонил знакомый и задал один вопрос. Как вы считаете, коронавирус, который сейчас признали пандемией, это все-таки продукт военных лабораторий или это случайно мутировавший вирус? И почему в мире такой ажиотаж? Понимаете, ответил я не особый приверженец теории заговоров, конспирологии. В конце концов, любой заговор, он тоже происходит по высшей воле. Поэтому, если будем искать виноватых, то мы никогда к истине не подойдем близко. Нужно понять закономерность происходящего. За людьми, даже организаторами какого-то процесса, нужно увидеть высшие закономерности. Какая может быть закономерность в случае с эпидемией коронавируса? Я могу предложить гипотезу, которая базируется на моих исследованиях. Я задал себе вопрос. Вирус мутировал. Он находился прекрасно обитал в каких-то животных, а потом вдруг мутировал и, попав в человека, стал опасным. Вопрос, почему он мутировал и где он мог мутировать? Поскольку сложно найти причины, почему вдруг он преобразился где-то в животных или в какой-то среде, гораздо легче предположить, что его создали искусственно в какой-то лаборатории. Но попробуем все-таки рассмотреть возможность естественных причин. Я писал в своих первых книгах о том, что инфекцию, вирусы человек создает сам. Это странно звучит, но с моей точки зрения наше подсознание создает нам болезни для того, чтобы мы выправили свое понимание мира и свое поведение. Наше подсознание знает все. В нем есть вся информация о прошлом и о будущем. Поэтому, если мы неправильно себя ведем и нарушаем высшие законы, что может повредить душе, возникает реакция защиты. Возникают вирусы, возникают проблемы. И в этом есть механизм развития. С моей точки зрения, мутации вируса происходят именно в человеке. Каким образом? Допустим, в обществе формируется определенная опасная тенденция, которая усиливает привязанность человека, усиливает внутреннюю агрессию и может в конечном счете привести к исчезновению людей. Нужно остановить эту опасную тенденцию. И должен появиться вирус или какая-то болезнь, которая целенаправленно тормозит неверное направление. То есть, говоря простым языком, каковы наши грехи, такие должны быть болезни. Вспомним эпидемию сифилиса, чумы, холеры в Европе. Когда все это началось? Все это началось тогда, когда пошел расцвет эпохи Возрождения, которая была одновременно эпохой его рождения. Сексуальный разврат, невоздержанность, поклонение еде, сексу, удовольствием, все это должно было быть как-то остановлено. И путешественники, приехав с Америки, завезли новую неизвестную болезнь – сифилис.
Если у индейцев зараженность сифилисом не давала никаких проблем по здоровью, то у европейцев пошли серьезнейшие осложнения и последствия. То есть эпидемии, катаклизмы и прочие беды, оказывается, коррелируют с внутренним состоянием больших групп людей. Когда я был в Китае, а был я там в январе 2020 года, я заметил, что у меня какие-то начались проблемы с легкими. Боли в районе груди. Это было непонятно. Я чувствовал себя совершенно здоровым, но энергетика была неважной. Что-то происходило. Кожные высыпания даже пошли в районе легких. И по энергетике это было связано с мощным внутренним недовольством судьбой. Я стал анализировать, в чем дело, и понял, что я вошел в резонанс с энергетикой Китая. Почему она оказалась такой неблагополучной? Китай – лидирующая страна в мире. Китай собирается подчинить, захватить весь мир экономически и политически. Китай на подъеме. И чувство превосходства, своей как бы уже избранности, начинает проявляться все яснее, более явно. Это то, что называется гордыня. Как можно выровнять энергетику больших групп людей, у которых пошло чувство превосходства, как результат поклонения благополучию, успеху, деньгам, стабильности и прочему? Нужно лишить их этой стабильности. Должна прийти инфекция, которая должна, то, что называется, унизить судьбу. Как человек реагирует, человек, который поклоняется благополучию, человек с повышенной гордыней, как он реагирует на удары судьбы? Он внутренне не принимает их, он обижается. И это, как правило, бьет по легким. Значит, должна появиться болезнь, реакция на которую будет создавать проблемы с легкими. И чем сильнее человек зацеплен за стабильность, тем тяжелее должна у него проходить эта болезнь. Я давно у пациентов замечал, когда человек жесткий, непримиримый и в штыки принимает изменения судьбы, тогда у него часто бывают проблемы с легкими. И нынешний вирус – это, как ни странно, подсознательная попытка человечества спасти свою душу от разлагающих тенденций, которые уводят от веры, от любви и нравственности. Какой вывод? А вывод следующий. Нынешняя цивилизация в настоящий момент движется вперед под лозунгом капитализма. Суть капитализма – это поклонение прибыли, это поклонение мамоне, башку деньгам, денег, благополучия, стабильности и удовольствий. Христос говорил, нельзя поклоняться Богу и мамоне. Значит, для того, чтобы люди сохранили свою душу, а значит, свое будущее и свое потомство, нужно затормозить поклонение благополучию, стабильности и наслаждению. И значит, эта эпидемия является только началом, первой ласточкой. Дальше будет падение иммунитета, потому что иммунитет – это внутренняя жизненная энергия. Она уменьшается, когда человек накапливает в душе агрессию и повышает свои привязанности. Будет понижаться иммунитет, и появятся новые эпидемии и пандемии. То есть, когда человечество в основной своей массе
начинает утрачивать веру в Бога, а именно это происходит с нынешней цивилизацией, утрачивать любовь, веру и нравственность, тогда начинается внутренняя агрессивность больших масштабов, которая и формирует и эпидемии, и катаклизмы. Почему-то катаклизмы. Потому что, оказывается, наше подсознание влияет не только на здоровье, но и все события, происходящие с нами. То, что мы называем подсознание, имеет полевую природу. А все события в поле происходят соответствуя его характеристикам. Так вот, грехи, сидящие в душе, они определяют, какие болезни и несчастья у нас будут. Сейчас, наконец-то, люди начали думать о трагедии, которая приближается. И многие пытаются решить один из важнейших вопросов, каким должно быть гармоничное общество и государство. Капитализм умирает, и это видно. Коммунизм тоже не сумел стать жизнеспособным. Каким должно быть общество? Но все эти модели на самом деле неверны, вернее, весьма несовершенны по простой причине. Они материалистичны, они исходят из того, что бытие первично. Для того, чтобы общество изменилось, нужно ориентироваться в первую очередь не на материальные факторы. Почему мы говорим об экономике, о политике, о средствах производства? Потому что мы привыкли считать, что вот это материальное вокруг нас – это реальная сила, и материальное воздействие дает реальную трансформацию окружающей среды. Что такое душа, никто не знает. Наука еще вообще не решила, есть ли душа или нет. Поэтому, когда кто-то говорит, что начинать нужно с души, и тогда все образуется, это выглядит наивно. Какая-то бесплотная душа, какие-то чувства, если заняться ими, то весь мир может измениться. То есть важность души по отношению к материальным аспектам бытия кажется слишком малой. На самом деле все наоборот. То, что мы называем душой, это в основном наше подсознание. Или бессознательное. А подсознание управляет нами на 95-97%. Почему? Потому что в нашем подсознании хранится информация о прошлом и будущем. Оно знает неизмеримо больше, чем наше сознание. Поэтому мы управляемся нашими глубинными чувствами. Так вот, если они не в порядке, если они имеют неверную картину мира, которая расходится с реальной, глубинной, правильной моделью, у нас начинается куча проблем. Для того, чтобы решить вопрос спасения и выживания человечества, нужно решить вопрос гармонизации подсознания, того слоя, который зависит от нашего поведения, наших взглядов, наших представлений о мире. Если все это искажено, то нами начинает управлять неверная модель мира, и тогда никакая материальная модель, политическая, экономическая, не сможет нас спасти. Нам кажется, что мы умные, что мы дальновидные, и что мы хозяева и владельцы мира. Сознание думает, что оно всем управляет. А на самом деле это доля 2-3%. Часто человек, умный, талантливый, энергичный, начинает зарабатывать большие деньги, получает влияние, и ему кажется, что он управляет миром. Он открывает новые формы бизнеса. Он получает успех во всем, чем он бы ни занимался. И у него незаметно возникает ощущение своей первичности, своего превосходства над другими. Вроде бы какой пустяк, какие-то нюансы в нашей душе. Снаружи он ведет себя корректно,
Уголовного кодекса не нарушает. То есть с человеческой точки зрения все прекрасно. И вдруг на ровном месте у него начинаются неприятности и несчастья. Есть выражение «пришла беда, отворяй ворота». Что это означает? Почему люди подметили, что если начинается одна неприятность или несчастье, обычно за ней следуют другие? Наглядный пример. Недавно американская прокуратура арестовала известного бизнесмена Олега Тинькова. И вдобавок выяснилось, что у него еще белокровие. То есть и проблемы по здоровью, и по судьбе навалились сразу. Почему? Я, начиная исследование, заметил любопытную деталь. Когда я воздействовал на кармические структуры, то у человека менялось не только здоровье, но и судьба, и характер. И наблюдая с каждым разом за новым пациентом, я убедился, что такие понятия, как характер, судьба и здоровье связаны. Их формирует одна же та же тонкая жизненная энергия. То есть человек может улучшать свое благополучие, но у него при этом может портиться характер, если он все силы, всю энергию направит только на благополучие. Если человек направит все силы и всю энергию только на здоровье, у него могут быть проблемы с благополучием. Если человек гармоничный, у него по всем направлениям будет все хорошо. Но если человек начинает вести себя неправильно, нарушать высшие законы, то тогда начинается потеря энергии. И все может быть по схеме бедного Иова. Сначала теряется тонкая энергия будущего. Это проблемы с потомками. Потом теряется энергия ближнего радиуса действия. Начинаются неприятности и несчастья. Потом энергия еще меньше, начинаются болезни. А потом, если человек не воспрянет и не встанет на правильный путь, он умирает. Значит, вывод. Когда у нас начинаются неприятности и несчастья, можно бежать к врачу, но это малоэффективно. Нужно задуматься о состоянии души. И самое главное, до того, как у нас начались неприятности и несчастья, мы должны оценивать качество жизни не по деньгам, не по успеху, не по статусу, стабильности, благосостоянию, а по качеству нашего характера, по чувствам в нашей душе. Если у нас появляется чувство презрения, превосходства, если мы осуждаем, если мы унываем и обижаемся, то мы уже больны, только мы об этом еще не знаем. Болезнь начинается с души. А душа, еще раз хочу подчеркнуть, управляет человеком, ее бессознательная сфера, на 95-97%. Поэтому мы сначала сеем нашими поступками и чувствами семена, которые потом прорастают нашей судьбой, нашим характером и нашим здоровьем. В Библии сказано, а еще будут моры и землетрясения. И еще сказано, а еще по причине нарушения многих законов в людях охладеет любовь. Так вот, охлаждение любви в душе, вследствие поклонения различным аспектам бытия, и приводит к тому, что уже не один человек, а целая цивилизация начинает испытывать проблемы со здоровьем, с экологией и с судьбой. И начинать нужно не с материальных аспектов бытия, хотя это тоже не менее важно, но все-таки с того, что является главным и первичным, с души, с веры, любви и нравственности. А если мы не поймем этого и будем пытаться только на уровне материальных факторов пытаться решить вопрос спасения и здоровья, то это будет малоэффективно. Думаю,
Всем сейчас полезно перечитать Библию, чтобы понять, что все начинается с души. И о душе нужно заботиться в первую очередь.